Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня я предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Какую встречу готовят вам высшие силы? С кем? Зачем? Для чего? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свое будущее и на будущую встречу. Давайте посмотрим, узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, крутой венец вышел. Смотрите, вы на короне стоите. Два человека с одной стороны и с другой стороны. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Смотрите, здесь показана птица Феникс. Это вы, и вы оживаете, вы приходите в себя. Возможно, в вашей жизни был какой-то очень сложный период, застойный период, либо период темных таких событий, смуты, непоняток, тяжести, да, тревожности. Может быть, даже вы с кем-то расстались совсем недавно, да, либо какие-то отношения прекратили. Но прям досталось вам, досталось, и было очень сильно тяжело. Этот период вы благополучно уже пережили. И теперь вы, словно вот эта прекрасная птица Феникс, вы возрождаетесь. Очень здоровский знак, прямо в корне рисунка. Именно сейчас, в этот самый момент, когда вы смотрите мое видео, вы возрождаетесь, вы набираетесь сил, энергии, возможностей, желаний, вот желаний жить, да, жить хорошо, жить в любви, жить в радости, жить в достатке. Просто чудесно. Здесь птица Феникс, и у нее два крыла, и она их расправила в две разные стороны, готовая взлететь на высоту, да, и парить в небесах. Просто замечательно, мои хорошие. Вы с каждым новым днем вы будете чувствовать все лучше и лучше себя. Что бы ни было в прошлом, оно там в прошлом и останется, и будет похоронено. А вы вперед, вперед и в будущее, да? Жить не то жить, быть счастливой. Так, а с левой стороны у меня образ мужчины, похожего на большую неповоротливую старую черепаху. И эту черепаху, вернее этого мужчину, какая-то женщина пасла, как выгуливала на поводке. Может быть, он к этой женщине привязан был. Может быть, эта женщина его каким-то образом удерживала. А вы все ждали, да, надеялись на этого мужчину. А вдруг вот приползет, да, таки случится чудо, и он доползет. Девочки, давайте так. Я вижу, что эта черепаха-мужчина уже сорвался с поводка. И да, он таки до вас доползет, он к вам приползет. Но я вижу ваш отказ от этого мужчины. Прям, знаете, когда уже все случится, все получится, вы скажете: нет, я тебя не хочу, либо я с тобой не хочу. Вообще, зачем ты мне сдался? Столько времени на тебя потратила, убила, да, чтобы теперь только понять, что я тебя не хочу. Это для мужчины просто будет такой удар, от которого он еще не скоро поправится, придет в себя. А вы правильно поступите, девочки мои хорошие, прям очень правильно. У вас и на сердце к нему будет ровно, пустота будет на сердце. Знаете, как идет, что этот мужчина был самое большое заблуждение в вашей жизни. И вы наконец-то это поймете и почувствуете. С правой стороны у вас чайник. Вот он, смотрите, чайник, который стоит на углях. Здесь высшие силы очень сильно хотят, чтобы у вас была семья. И чтобы вы были счастливы в своей семье. Меня смотрят абсолютно разные женщины. Кто-то в паре, кто-то в браке, кто-то пережил развод. Кто-то еще ни разу замужем не был, а кто-то был несколько раз и больше не собирается. Но высшие силы по этому чайнику четко показывают: мы хотим, чтобы ты была счастливая и чтобы у тебя была семья.
настоящая, полноценная. Не просто вот там как формально, да, люди типа семья, но они друг друга все там не замечают в упор, каждый живет своей жизнью, либо нервы друг другу портят. А вот полноценная, когда в доме и смех, и радость, и достаток, когда любовь безусловно идет в этой семье, когда в семье там дети, внуки, да, там кошки, собаки, ну вообще идеальная. Вот этого для вас хотят, и это для вас готовят. Знаете, как нет у вас другого пути, кроме вот путь в счастливую семью. Но тут с правой стороны это предрешено для вас, мои хорошие. Кто зашел на эту отсыпку, для вас это 100% предрешено. Вот хотите вы этого, не хотите, устали, мечтаете, уже не мечтаете, не ждете, но это будет, это точно будет. Так, еще здесь у кого-то дороги выходят. Дороги, причем дороги как и дальние, так и ближние. Вы куда-то ездить начнете, либо уже ездите. Эти дороги очень здоровски поправят ваше здоровье, особенно психологическое. Да? Вот отвлекут вас от каких-то дурных мыслей, от дурного настроения, от такого жуткого пессимизма, который вас просто уже захватил, да, в такие скобы взял. Вы очень хорошо отвлечетесь и еще и развлечетесь. Так, вижу еще мужчину, который за вами будет пытаться ухаживать. Ну, тут мужчина такой, знаете, на тощего волка похож. Но он, во-первых, одиночка по жизни. Он неплохой, но он не создан для того, чтобы иметь настоящие теплые семейные отношения. Да, ему хочется, но он не способен, понимаете, не способен, не может, и всегда его будет, грубо говоря, звать вот эта воля, да, хочу на волю, не могу быть в оковах, не могу быть связан с кем-то, да, окольцован не могу быть. Тут и хочется, и колется. Мне кажется, что этот мужчина в детстве раненый идет. Ну, может, семья там у него нехорошая была, может быть, вообще он детдомовский. Либо бабушка с дедушкой его воспитывали, а родители где-то были. У него есть серьезный пункт в голове, который ему не позволит с кем-то вступить в вот такие серьезные отношения. Вплоть до того, что он прям будет любить, но при этом совместное проживание, но невозможно. Ну, как-то так идет. Я вижу, что этот мужчина либо уже ухаживает за вами, либо начнет за вами ухаживать. Вот. Вы, девочки, будьте поумнее, будьте поблагоразумнее. Смотрите, в него не влюбитесь. Потому что, да, может вот с этим мужчиной-черепаха история повторится. Да, немножечко, конечно, в других ролях, но тем не менее. Да, еще время ваше потратит. Он чайник не может вам дать, понимаете, семью не может дать. Хотя, да, предпосылки будут. И ухаживать красиво может, и слова правильные говорить, и действия даже правильные делать. Но это все такое, да. Вот, имейте это в виду. Дальше. Я вижу женщину, которая очень знатно постаралась над тем, чтобы испортить вам жизнь. Опять же, вы все разные. У каждого отыграется своя женщина, да, которая старалась. Но то, что эта женщина значительно ухудшила и усложнила вашу жизнь, это 100%. У этой женщины сломана спина. Видите, она в такой букве, даже не знаю какой, в семерке, да? Тут какая-то семерка с черточкой. Сломана спина, сломан хребет. Вот эта женщина, она явно что-то делала против вас, начиная там от магии, заканчивая вот прямым вмешательством в вашу личную жизнь. Не хочу на этом долго останавливаться. Почему ее показали? Это знак того, что эта женщина расплатилась за то зло, которое вам причинила. То есть ее жестоко наказали высшие силы за то зло, которое она вам причинила. У вас идет встреча с этой женщиной, либо с кем-то из ее потомков. Там дочь, сын, может быть, какой-то другой родственник. И вам об этом, смотрите, передадут весть об этой женщине. Вот расскажут, что с ней случилось, как с ней случилось. И вообще, где она сейчас, на этом свете, на том свете. А еще, скорее всего, вам скажут, что эта женщина очень часто вас вспоминала. Вам важно узнать,
вам важно узнать, что больше вам ничего не угрожает, что эта женщина уже не смеет и не будет, и никогда даже не попробует вам какую-то гадость причинить. А то, что она причинила, уже потеряло свою силу. То есть, когда вы услышите эти новости, даже если вы не подозревали этого человека, вот вам о ком-то расскажут о женщине, которая потеряла здоровье, причем могла потерять даже с каким-то летальным исходом. Вот знаете, что это она вам жизнь испортила, что это она вам все навредила, что это она, ну, как годы счастья вырвала из вашей жизни, украла, грубо говоря. Это знак того, что все, больше никакого зла, больше никаких врагов у вас нет. Все, путь к счастью, он у вас полностью открыт. Вы стоите на короне. Корона — это ваше предназначение. Править, быть лидером, быть человеком, который получает от жизни все и сразу. Да? Причем в таких королевских масштабах, назовем это так. У кого-то из девочек в прямом смысле отыграется, что вы совсем скоро займете очень серьезную, такую крутую позицию в жизни. Особенно вот в работе, в бизнесе это отыграется. Вы станете королевой, да? Вы станете главной, вы станете управляющей, вы станете крутой бизнес-вумен. Ну, понятно, что у каждого по-своему отыграется, но корона будет на вас надета. Это корона от рождения, вот она ваша. Да, вы проделали очень долгий и сложный путь, но корону эту на вас наденут. Вас коронуют, грубо говоря, 100%. Так, у вас прям за спиной, ну, уже практически впритык, мужчина на морском драконе. Ну, чудеса, чудеса. Тут такой дракон крутой. И он, значит, его оседлал. И он даже не сидит на нем, а стоит, да, полустоя стоит. И вот к вам направляется. Что я хочу вам сказать? Вам будет дан мужчина под стать вам. Вы королева. А он тоже король, понимаете? Крутой мужик идет, крутой, настоящий мужчина. Во всех значениях этого слова. Вы друг другу очень-очень сильно подходите. И, кстати, в некоторых моментах прям идеально друг друга дополняете. Он у вас за спиной. За спиной. Либо вы этого человека знаете и не ждете, что он, например, опять в вашей жизни возникнет, либо это будет совершенно новое знакомство. Но вы все разные. Я даже скажу, когда у вас будет знакомство. Здесь мне показывают цифру 20. Либо в течение 20 дней, либо 20 числа, например, этого месяца, либо следующего месяца. По дракону мужчина очень успешный. И в момент встречи, либо знакомства мужчина будет просто вот на пике своей популярности, известности, крутизны, да, вот так можно сказать. Ну, просто обалденный мужчина. Девочки, почему спиной? Да потому что вы птица гордая, и я так поняла, что уже очень знатно так обожгли свои крылышки, да. Не хотите вы ни к чего и ни от кого, грубо говоря. Либо боитесь влюбиться, боитесь опять эту боль испытать. Как и хочется, и колется, да, выбирайте наименьшие муки, грубо говоря. Лучше одна, но спокойная, да, по такому плану. Здесь высшие силы все продумали. Встреча произойдет в таком месте, где вам деваться некуда будет. Да, и по-любому придется либо знакомиться, либо общаться, если уже знакомы. Мужчина на вас произведет впечатление очень такого заносчивого, гонористого. У вас будет такое впечатление, что его эта корона поджимает слегка. Ну, не знаю, то ли он такое впечатление на вас произведет, то ли вы в таком настроении будете, то ли в принципе вот ощущение, что загнали в угол, пришлось знакомиться. Кто его знает, да, у каждой по-своему отыграется. Девчоночки, он, несмотря на то, что вы будете колкой, несмотря на то, что вы будете необщительной, он сделает все, чтобы в какой-то короткий промежуток времени растопить ваше сердечко. Вот растопить, да, чтобы вас немножечко расслабить, чтобы вы из такой колючей розы, да, с огромными шипами превратились в легкую, прекрасную птичку, да, которая красиво поет, да, такая вот интересная, веселая, легкая.
ох, тяжело ему будет. А, кстати, его это очень раззадорит. Вы ему очень понравитесь, либо вы ему уже очень нравитесь. Возможно, он возвращается к вам, да, вот за вами возвращается. Но на морском драконе он где-то далеко находится, либо он далеко собирается ехать. И так может отыграться. Давайте сразу скажу. Есть мужчина, либо откуда-то издалека приехал и вас потом туда далеко заберет, либо у мужчины впереди дальняя дорога, и вы уже вместе в дальнюю дорогу отправитесь. Да? Ну прям совсем дальнюю, очень дальнюю. Здесь с появлением этого мужчины у вас идет прекрасный шанс целиком и полностью поменять свою жизнь, изменить ее к лучшему. Но, конечно, решать и выбирать вам. Никто силой вас не украдет, да, и за 3-9 земель не увезет. Так не будет. Так не будет. Здесь либо по любви, либо никак. Почему высшие силы выбрали именно этого мужчину? Мне его выбрали именно за его характер. Этого мужчину неудачи либо отказы, они не останавливают, они наоборот его раззадоривают, распаляют, да, как такие вот челленджи, вызовы для него идут. А вы ведь очень сложная штучка. А вас уже ни один мужичок зубы-то сломал, да? Ни одному мужику уже отказали. Вот смотрите, чем больше вы ему будете отказывать, тем больше он будет на вас, грубо говоря, загораться. Интересно. Девочки, у него денег очень много. И эти деньги ему некуда тратить. Ему срочно нужна женщина, на которую он может эти деньги потратить. Там, на цветы, на подарки, на рестораны, да? На всякие такие штучки-дрючки. Очень интересные у вас отношения получатся. Вы от него, значит, а он за вами. Чем дальше вы от него, тем ближе он будет к вам. Знаете, этот мужчина вам покажет какой-то новый уровень отношений между мужчиной и женщиной. То, что вы считали невозможным, сериальным, книжным, не знаю, там, выдуманным, да, окажется, что в жизни тоже так бывает. И, кстати, благодаря этому мужчине вы залечите раны своего прошлого, сердечные раны своего прошлого. Прям на глазах будут испаряться эти раны. Может быть, вы сейчас живете с уверенностью, что все мужики одинаковые, что хороших не существует, что все там типа дураки, либо изменщики, либо алкаши, либо конченые. А вот с ним познакомитесь, и все будет по-другому. Вам, кстати, женщины станут завидовать, из-за него будут завидовать. У него там очень много поклонниц, да, на которых он внимания не обращает. Видите, его дракон их хвостом, да, отделяет от него. Да, не хочет. Он других не хочет, он вас захочет. А потому что вы царица Несмеяна, потому что вы такая противная, колючая, да, вас он захочет. Он в вас что такое невероятное, родное увидит, почувствует. Родство какое-то мне идет, родство. Может быть, даже вы с одной ветки идете. Сильные люди. Может быть, кстати, у вас имена будут похожи, да, если вас, например, зовут Евгения, либо Виктория, либо Александра, да, может быть, похоже. Возможно, вы одного знака зодиака, либо день рождения у вас в один день. Может быть, даже вы одного года рождения. Что-то общее у вас есть, явно есть. Свое, родное, не чужое. Девчоночки, будет за вами ухаживать этот мужчина долго и нудно. Будет брать вас измором. Пока не растопит ваше сердечко. Но, конечно же, решать будете вы. Высшие силы мудрые, кого попало, вам не дают. И именно в этот период жизни вам важно, да, встретиться именно с такого уровня качества мужчиной. Вот, и он придет в вашу жизнь. С ним будет весело, с ним будет очень классно. И он вам будет дерево предлагать. Дерево — это семья. Дерево — это, понимаете, пустить корни в друг друга, да, расти вместе. Цветы, плоды, вы поняли, да? Такое будет вам предлагать. Такое. Так, еще важная деталь про этого мужчину. Он очень любит животных. Просто невероятно любит животных. И у него 100% есть животное.
кошка, собака, может быть несколько собак, несколько кошек, а может и кошки и собаки, а может быть он волонтерит, либо он содержит какой-то приют для домашних животных, которые оказались без хозяев. Но вот животные, это его пунктик. Если вы не любите животных, вы благодаря этому мужчине очень полюбите. Ну, а если уже любите, то просто идеально, да, вот прям увидите, как он относится к животным и скажете: боже мой, это ж просто чудесно, да, как редко люди хорошо относятся к животным. И опять же, тот, кто любит животных, он никогда не обидит человека. То есть он вас потихонечку будет добиваться. Ну что ж, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Знайте, девочки, что все в ваших руках, что вы королева коронованная, и вы птица Феникс. У вас совсем скоро жизнь целиком и полностью поменяется. А то зло, которое было в вашей жизни, навсегда уходит и никогда больше не вернется. Всем спасибо, берегите себя. Всем пока-пока.